Здравствуйте! В эфире передача «Авторивьера». Сегодня в рубрике «Гость за рулем» Демьян Авицбах, заместитель директора Института экологии Академии наук Абхазии. Как у нас заведено в этой рубрике, право выбора маршрута за вами. И вот мы едем по этому маршруту и общаемся на интересующие нас темы. Предложу один из рабочих маршрутов «Маяк», где мы сейчас находимся, дальше город Сухум, Синоп, Агудзера. Поехали? Да, поехали. Демьян сегодня работает в очень серьезной организации, о которой мы так немножечко потом поговорим. А вот в прошлом веке мы с ним работали вместе на абхазском телевидении. Демьян на телевидении работал видеоинженером. По профессии он физик. Поскольку у нас с Демьяном такие старые дружеские отношения, беседа наша будет проходить, скажем, в таком более свободном ключе. В основном мы будем говорить о дорожно-транспортной обстановке, но, конечно же, нам не обойтись без каких-то фактов из биографии нашего героя. Поскольку по профессии он физик, и у него была тяга к настоящей такой работе, в 2006 году он начал работать главным инженером в гидрофизическом институте. А гидрофизический институт объединился с Институтом экологии. Он теперь называется Институт экологии, где Демьян заместитель директора. Он водитель с большим стажем, профессионал-водитель. Помнится мне, у тебя еще вот до военных событий, у тебя, когда ты работал на абхазском телевидении, была «Волга». До войны у меня было ГАЗ-24. Потом получилось так, что Демьян пересел на БМП. Было такое. После начала войны народа Абхазии. С бортовым номером 101. Вот эта машина, наверное, из всей бронетехники самая маневренная, да, самая такая шустрая, я бы сказал. Я даже помню вот эти картинки, когда снимали, она еще красиво идет. Красивая, да. На ней приятно ездить. Мягкая, да? Мягкая, маневренная, быстро. Вот Дима рост, как у баскетболистов. Как ты туда вообще? Нормальный рост. Ну, нормальный, но хороший рост. Да. То есть, не в каждой машине тебе удобно, наверное. Нет, вот, как бы кажется, что танкисты вообще должны быть. Ну да, изначально их берут в армию в танкиста. 60, метр 70, метр 90 тоже может человек. В советскую армию брали людей с небольшим ростом, потому что там нужно мало места в танке, там в башне 3 человека экипажа, водитель там освободится, в башне 3 человека, там мало места. Заводчик, правда, сидит на своем месте в кресле неподвижно, его дело стрелять, а вот командиры и заряжающие, они должны вертеться, да. Ты командиром был или... Нет, я механик-водитель БМП-2 уже. Это я про танк, это БМП-2. Ну, ты вот эту профессию быстро освоил, вот сразу быстро освоил, потому что жизнь заставила. В армии я служил вообще в войсках ПВО. А тут, я сел на БМП. Мне всегда нравилась техника. Я давно ездил за рулем. А вообще были какие-нибудь попадания в вашу машину боевую? Незначительные. Незначительные, да. Демьян прошел всю войну до конца и за проявленную доблесть был награжден орденом Леона. А его супругу Ирину Завьялову мало кто не знает в стране. Она также участник войны народа Абхазии, была медсестрой. Зачастую ей приходилось спасать раненых под огнем противника, отстреливаться со своего автомата, делая себе прикрытие. Спасая жизни людей, она проявляла неимоверный героизм,
мужества. Ирина награждена медалью Герой Абхазии. В семье у них 3 прекрасных сыновей. Сегодня она занимается своей мирной профессией, она учитель. Вот сегодня при таком движении, насыщенном в городе Сухум особенно, да и на трассе республиканской, иногда нет-нет, наверное, появляется желание до БМП прокатиться вот так. Проехать. Бывает, но... Да, иногда бывает такое желание, что с машин количество транспорта, конечно, значительно увеличилось за последний год, можно даже сказать. Это, наверное, не знаю, на порядок. На 3,5-4 тысячи в год растет количество, по данным ГАИ. Ездить, конечно, стало намного сложнее. Утром особенно я еду на работу, и в центре города пробки на 2 квартала растягиваются. Вот. И, кстати, вот сотрудники ГАИ, они как-то, казалось бы... Ну, хотелось бы, чтобы они регулировали, хотелось бы, чтобы они регулировали это. А когда не работает светофор? А когда не работает светофор, вот, по-моему, даже легче. Ну, легче тем, кто по главной едет. Да, ну я-то по главной еду, поэтому мне хочется, чтобы он не работал светофор, где филармония, там еще и раньше. Ну, 2 квартала, согласись, Демьян, это небольшая пробка. Мы просто к этому не привыкшие. И хотим, чтобы вообще ну, вообще, мы же вообще, не было заторов. Мы же вообще живем в такой свободной стране. Ездим как хотим. Делаем, что хотим. Вот, да. Вот. Он очень хочет. Ну, хотел, потом он заметил все-таки, по-моему. Надпись на машине, наверное. Вот, ездим и хотим, правила можно соблюдать, но, не знаю, ну, уважать. Ну да, должно быть уважение. Вот самое же главное, что вот когда ты едешь, ты не должен мешать кому-то. То есть не создавать помех. Уже ты как бы, даже если не все правила соблюдаешь, но если ты не мешаешь никому, это уже хорошо. Ну, надо стремиться, наверное, к тому, чтобы ездить по правилам, уважительно друг к другу относиться к водителям, а зачастую это... Просто сегодня, когда такое количество машин, и каждый будет нарушать, ну, получится... Да, еще у нас еще есть такое еще есть, почему-то, я не знаю, где-нибудь в других странах такое бывает, что могут 2 человека встать ровно посередине и разговаривать между собой. И за это тебе ничего не будет. Это считается, там ничего, ему, конечно, ничего не будет. Да. Но это считается круто так. Ну, по организации движения тоже, наверное, все хотим, чтобы лучше было организовано. То есть больше продумать, вот с каких рядов там куда можно повернуть, куда нельзя, там светофоры, да, где-то еще конечно, может нужно, быть. И вот в центре города уже сложно припарковаться. Практически невозможно. Это район национального. Во-первых, не указано, каким способом парковаться, кто как хочет паркуется. Машины стоят в дворе, да? Здесь центр города, это деловой район, людям нужно, я понимаю, это остановиться, куда-то по делам идти, Ну да, но не так, чтобы ты прямо вот здесь хотел подъехать к этим дверям, и обязательно надо к этим дверям подъехать и стать там вторым, третьим рядом. Надо пройти квартал пешком, а это мы не хотим уже. Ну, на сегодняшний день все практически люди очень много времени проводят за рулем. То есть мало ходят. Да, То есть и пройти чуть-чуть пешком это должно быть наоборот приятным. Это тоже такая беда. Приятной прогулкой для каждого. Это очень вредно для здоровья. Ну, на самом деле так выходит, что каждый, передвигаясь на машине, он только там, если 10-20 шагов пройдет где-то пешком,
Так что не бойтесь, иногда паркуйтесь подальше и пройдите пешком. Ну, вот около школ часто мы наблюдаем, что вот в этот момент, когда дети идут в школу, подвозят родители, проехать невозможно. Это кошмар. Это вот мои дети в первой школе учатся, один, главный, самый маленький. Вот я его по утрам вожу в школу, вот это первая школа, это высшее МВД. Там невозможно разъехаться по утрам, это вообще кошмар. Все почему-то на своих машинах должны заехать прямо в школу. Ну, это же нервирует и водителя, и других. Намного спокойнее чуть подальше встать, да. пройти с ребенком под ручку, это и приятно, да. Запоминающийся вообще в жизни момент, когда ты с ребенком идешь в школу. Вот эта сторона, вот никто не хочет тут в троллейбусу вступать. Есть, да, Пересекли сплошную и встали на встречную полосу движения. Иногда тут сотрудники ГАИ стоят. Но они просто не поспевают за ним. Я тоже наблюдал, как они работают. Но... Да, тут, кстати, очень часто проезжает машина ГАИ и микрофон свой требует убрать машины, перепарковать машины. Ну, пока раз-два не заплатишь штраф, он опять будет так ставить. То есть это такое, скажем, профилактическое мероприятие, которое небольшой эффект дает. Да, потом о дорогах это отдельно будет вопрос. Кстати, вот на этом месте меня вчера толкнул в бампер задняя машина. Почему? Я остановился, вышел, я говорю, что случилось? Он говорит, я объезжал яму, там люк и яма большая. Он решил ее объехать и толкнул меня в бок. Он объезжал яму. Ну, сказать, что дороги, особенно в районе Маяка, где находится наш институт, там на самом деле на БМП надо ездить только. Ну, конечно, плохие дороги тоже способствуют ДТП. Ямы можно объезжать, конечно, но не создавая помех другим. Во всем мире вот эти службы, которые наводят порядок на дороге, но у нас она ГАИ называется, у кого как, да, вот. Ну, в любом случае, это они делают какой-то порядок, так или иначе. Ну, иногда говорим, что вот родители не видят, что делают дети и прочее, но в этом деле воспитание одно, но наказание тоже воспитывает в свою очередь. Все мы, конечно, хотим ездить как хотим. Я тоже не люблю, когда меня там за что-то остановят или... Ну, а иначе нельзя. Воспитание, я считаю, что это в первую очередь, потому что, еще раз расскажу про то, как я утром ездил в школу с ребенком. Моему ребенку 12 лет, он у меня сидит всегда сзади. Никогда я его не сажаю впереди. Подавляющее число людей, которые привозят детей в школу, первоклассников, они сидят у них впереди. Это делают женщины. Они своих детей сажают прямо впереди. Это воспитание ребенка идет прямо с 6 лет. Не обязательно кресло. Но почему ты сажаешь ребенка, которому 6 лет впереди? Он может сзади посидеть спокойно за тобой прямо. И будет безопасно. Это воспитание. Мой ребенок знает, что нельзя впереди, он никогда вперед не садится. Ну, маленьких хотя бы начали сейчас у нас сажать в кресло. Кстати, это же служебная машина. Да, это служебная машина. Сейчас у всех служебные, там, как минимум, ленд-крузеры. В вашей организации? В нашей организации нет ленд-крузеров. Мы такая небогатая организация. Ну, у вас есть какой-то автопарк еще, да, там сколько-то машин? Да, у нас есть автопарк, у нас есть, да, еще одна такая Волга есть, тоже служебная. Вот, есть грузовой автотранспорт, есть технический, спецтехника есть. Ну, у вас институт называется экология, но это вот институт же на базе... Да, это институт экологии, который создан на базе гидрофизического института. Ага. То есть у вас подводных лодок больше, чем машин? Да.
институт же этот уникальный, наверное, из-за вот этой впадины, да, что там? Да, институт был создан еще сразу после Великой Отечественной войны, это 49-й год. Выбрано было именно это место, и это благодаря, то есть из-за рельефа дна, вот, фактически это мыс Маяк, где находится институт, это стоит на вершине, так сказать, на вершине подводной горы, можно сказать. Да, и да, там километр или там сколько? уклон идет 30 градусов сразу от нас, и недалеко от берега уже большие глубины. Для проведения всяких исследований можно легко смоделировать мировой океан, потому что большие глубины. Ну, на постсоветском пространстве, по-моему, это единственный такой вот глубинный, да, вот спуск. Да, да. То есть на Класс, побережье причал бывшего тогда Советского Союза больше нет таких глубин. Ну, раньше об этом предприятии вообще и говорить нельзя было. Но сегодня как-то более открыто это. Да. Там есть и военная составляющая. Ну, это Министерство обороны было предприятие подчинения Министерства обороны. С бюджетом это предприятие имело бюджет, равный бюджету республики. В отличие там, от других стран, где там нельзя на служебной машине поехать там по личным делам каким-то. У нас же можно поехать куда угодно. Хочешь на свадьбу, на по пикник. Республике Абхазия, да, Да, можно. по Республике Абхазия. То есть у нас нет такого вот, что дотошно там журналисты бегают за тобой, когда ты на ней поехал на свадьбу. Нет, да, такого нет. Такого нету. Ну, у меня все как положено, все документы, все в порядке. Мне здесь Государство это может осилить. туристический паспорт, у меня путевой лист. Все как Каждый день он да, все время оформлен, как положено. Все. Просто есть же страны, Всё где там, законно. не дай бог, чиновник поедет на своей автомашине там Я куда-то по личному делу. на сегодняшний день все это упирается в топливо, бензин. Там У тебя топливо. машина служебная, но бензин наливаешь сам. Можешь ездить на ней куда хочешь. То есть на своем горючем ездить. Да, я ездил на своем. Нет, конечно, у меня Не, если вы- служебный бензин тоже есть, но я У наливаю нас тоже свой есть бензин. чиновники, которых служебная машина не устраивает, там по статусу их как-то не устраивает, или они ездят на другой машине только по этому принципу иногда Ну, тоже. у меня нет своего личного автотранспорта. Ну, я его это, нет. это занимает еще лишнее время. Он мне не нужен. Зачем? Есть служебная машина, которая у меня. Ну да, свой автомобиль, это еще с ним возиться надо. Когда на нем ездить? Да, и когда на нем ездить. Когда? А? Кстати, вот мы говорили о всяких безобразиях, которые у нас на дороге бывают, если так сказать можно. Я в глубине души верил, что вот как во всем мире там установили камеры, и у них как-то там какой-то порядок образовался. И вот у нас вроде начали устанавливать камеры. Да, они фиксируют много нарушений, но вот недавно расстрелили одну камеру. Вот. Если так пойдет процесс, то неизвестно, нас может и это не спасти. Ну, кто стрелял, видно же было в камеру. Нет, наверное, они с такого ракурса и стреляли, чтобы их не видно было. Сейчас, Демьян, ты заходишь в предприятие здесь в Агудзере, да? Это предприятие из ФТИ. Едем обратно потом. Демьян быстро вернулся, мы едем дальше, передача продолжается. Да. Че? Включим поворотник. Да, Не нарушать поворотники. правила уличного движения. Поворотники ориентируют других водителей. Вот, кстати, поворотник, я всегда его вспоминаю, когда, вот, допустим, когда ты едешь по Леону вверх, и вот там эстакада, и под эстакадой там кто-то налево поворачивает, кто-то направо.
И многие водители считают, что если ты по главной поворачиваешь, не надо включать поворотник. Но это заблуждение, это очень у многих водителей, надо включать. Особенно это удобно для тех, кто там стоит на выезд. Они ждут, смотрят, куда поедет эта машина, чтобы сориентироваться. Да, чтобы сориентировать, Да. поворот Если включать. главная дорога меняет направление, то поворотники надо включать. Ну, по правилам. И такой же поворот есть на повороте на маяке, где Да, тоже поворачивая на маяк, там тоже стоит включить поворотник. где Потому что перекресток там. проспект Мира переходит в улицу этого Бориса Глиба, да? Да. есть Ну там такой большой перекресток, изгиб, там фактически такой изгиб, конкретный поворот. Проспект Мира идет прямо, а главное как бы налево уходит. Вот. Там, кстати, есть тоже один момент еще. Там, если едешь с проспекта Мира со стороны маяка и со стадиона, Да. обоим стоит знак «Уступи дорогу». Вот не всегда там водители тоже Кто между кому? собой понимают, кто первый должен уступить. Ну, есть помеха справа, правильно. Да, помеха, то есть человек видит перед ним, если главная дорога, значит все остальные второстепенные. А тот, кто справа, он имеет преимущество, едет первый. На внутренней части этого поворота на углу есть яма. Да, да, да. Этой яме 100 лет. Там нужно не просто эту заклеить, а нужно ее чуть-чуть приподнять, потому что, видимо, эта яма просто испытывает нагрузку. Там очень резкий поворот, и автомобили, заходя в эту яму, покрытие, асфальтовое покрытие испытывает нагрузку, естественно, автомобильных колес, и она ее все время выбивает, эту яму. Там нужно изменить немножко конструкцию. Но все стараются ее объехать. Этой яме да. на самом деле 100 лет. Она всю жизнь там, эта яма. Потому что неправильно сделано полотно в этом месте, дорожное полотно. Это должны инженеры, строители делать, но они как-то не обращают на это внимания. Вот это как раз тот случай, когда плохая дорога способствует Да. Да, потому ДТП. что, там- чтобы не попасть в эту яму, водители выходят на встречную. Да, фактически Да. выходит на встречную полосу. Поэтому Это и поворот на новый район тоже. По правому ряду там тоже вот дорога испорчена. Все могут ехать только вот в левом ряду, и тоже возникает неудобство большое. А вот эта машина ГАЗ, это ГАЗ 31. 105. 31-105 уже. Мы уже потеряли счет, потому что Это одна из последних моделей, вообще, наверное, может, даже самая последняя модель, которую выпускал газовский автопром. Вот. Семейство газа. она у тебя служит уже сколько лет? Она уже 10 лет служит. Уже 10 лет служит. Так, нормально, исправно. Вот. Она как Мерседес, только бензин надо в нее наливать, много бензина надо наливать в нее. Вот здесь какой двигатель И, стоит? да, тут стоит американец, Крайслер. Двигатель 2.4. Ну, мотор хороший, приемистый, резвый, мощный. Вот. Ну, Волга остается Волгой. Стоят электростеклоподъемники, да, Гидроусилитель, в общем, гидроусилитель, руля. машина, что надо. Ну вот мало ему полосы тоже выехал на встречную. Ну, это то, о чем мы и говорили. Вот ему надо. Но что бы хотелось посоветоваться тем, кто за рулем, там и вот новое поколение водителей, какие вот хотелось бы тебе дать советы? Скорость, наверное, да, вот первая? Самое первое, да. Надо ездить по правилам. Но все испытания, так сказать, краш-тесты проводятся на скорости 62 км в час. Потому что эта скорость достаточно для того, чтобы произошло ДТП и... Ну, даже при 60 км в час, два автомобиля в противоположном направлении, там уже скорость 120. Везде стоит ограничение 60 км в час. У нас нет трасс, на которых можно ехать, не знаю,
Не, у нас 100 по километров в час. республиканской можно ехать 90, ну не Ну, везде, но не где, везде. где Да. не населенный пункт. Что я хочу сказать? Не знаю, какой совет могу я дать, что можно ехать со скоростью выше, ну, как сказать, со скоростью больше 60 км в час, там, где ты уверен, что ты контролируешь ситуацию. Что если появится какая-то помеха на дороге, что ты сможешь ее избежать, что ты сможешь остановиться, если ты уверен в этом на Сможешь 100%, отреагировать, ты да. можешь ехать. Но прежде чем нажимать на газ, надо еще думать, что надо машину остановить будет потом. Ну вот когда ты едешь очень напряженно, то есть вот ну совсем на пределе это же чувствуется. То есть не надо доводить скорость до такой, когда ты уже не Потом- контролируешь. Потом каждый водитель должен, естественно, ответственный не только за себя, но получается. То есть будешь ездить тихо, без всяких происшествий, когда ты будешь ответственен не только за себя, но и ответственность, как бы это так За окружающих. за окружающих, за других участников дорожного движения. Вот как бы так. Ну да? то есть быть ответственным. Быть За рулем человек ответственным должен и быть быть ответственным. готовым к любому маневру, который может совершить любая другая машина, которая идет рядом с тобой. Должен обязательно быть к этому готов. Зрение, боковое, Внимание, в общем. внимание, это вот В общем, надо всегда быть начеку, уметь прогнозировать. Да. Постоянно надо прогнозировать дорогу. ситуацию обязательно. Ситуацию, Постоянно нужно прогнозировать ситуацию, постоянно. У меня уже вот такая формула выработалась. Она может будет звучать как-то слишком, я не знаю, устрашающе, но на самом деле это так. Все просто. Чем выше скорость, тем ближе кладбище. Ну, Да, да, точно. то есть, когда говоришь как-то там обтекаемо, наверное, это не совсем доходит. Но здесь прямая формула. Тут прямая зависимость. Прямая зависимость на самом деле. Не надо спешить, просто в те минуту, которую ты, кажется, как будто выиграл в чем-то, это абсолютно ничего не дает. Потом как бы двигаясь на большой скорости, да, всегда думает, а надо ли это вообще делать, а ради чего это делать? А стоит ли она того, чтобы как на огромной скорости, проскакивая, мелькая между другими машинами от светофора до светофора? Зачем это? Ну, ради спортивного интереса молодежь это делает, да. Они вот, Ну вот в ночное время даже опасно ездить, я бы а сказал. потом они вот есть все там с разбитыми носами вот стоят и подобное. Потом самое главное, когда спросишь его, как это произошло? Да ты знаешь, это вот виноваты все вокруг, только не он. С кем это случается. Ну, во-первых, Да, все, и только вот не он. правила тоже все интерпретировать хотят, как им удобно, но, к сожалению, правило есть правило, и Четко это, написано. да, всё это правильно. надо четко освоить. Просто автотранспорт стал настолько обыденным и привычным, всем кажется, что это вот, ну, как чайник там или еще другой предмет. Точно. Всю опасность, которую... Купить стало его легко да. на сегодняшний день. Да. И люди не представляют все опасности, которые, это же вот говорят же, автомобиль, средство повышенной опасности. То есть люди об этом забывают, настолько он сегодня стал привычным. Конечно же, больше всего хочется говорить о безопасности. Да, это Вот, самое главное но- на сегодняшний день, что Демьян, водитель с большим стажем, да, уже почти 40 лет. Здесь тоже какой-то талант должен быть у человека. кстати, знаете? да, есть даже, вот говорят, женщины там не так ездят или еще что-то. Бывает, что мужчина всю жизнь за рулем, Всю жизнь за рулем и не умеет ездить. да, И так и не плохо, научился. слабенько ездит, бывает, что вот всю жизнь за рулем, но уровень вождения очень слабый. То есть это тоже, я знаю людей, которые категорически отказались от автомобиля, то есть разбили один раз, второй раз, поняли, что они с автомобилем никак Не дружит. не дружат. Ну, в общем, мы понемногу обо всем почти побеседовали. Спасибо, Демьян, за беседу. Спасибо за время, которое вы нам уделили.